Выбирать, какой родной язык будут изучать дети, русский или чувашский, родители начали с 2017 года. По данным Министерства образования, в 2017 и 2018 годах обучение чувашскому языку велось для 84% школьников. Сейчас цифра упала почти в 2 раза. В адрес ко мне очень много обращений в социальных сетях, прежде всего, о том, что учителя заставляют при выборе написать в качестве родного русский язык, а не чувашский. Разные мотивации, разные уговоры, в том числе где-то и принуждение. И я считаю, что это недопустимым явлением. И самое главное, это дискредитирует саму добровольность, во-первых, изучения, а учитывая, что мы с вами находимся, еще раз говорю, на территории и живем на территории Чувашской республики, где у нас 2 равноценных государственных языка, русский и чувашский, очевидно, мы с вами должны, наоборот, стимулировать изучение родного чувашского языка. Для изучения чувашского языка есть все необходимое – кадры, учебные пособия, а главное – желание родителей и детей. Осталось настроить внутреннюю организацию в школах, отметили участники заседания. В 2020 году была принята программа сохранения, изучения и развития чувашского языка. Выпущен учебник, который направлен не на обучение грамматике, а на умение использовать чувашский язык в повседневной жизни. Также необходимо повысить качество образования, провести капитальный ремонт школ, обеспечить школьникам горячее питание и безопасность учебного процесса. Для решения вопросов планируют и дальше проводить такие семинары, приглашать лучших российских спикеров, выезжать на стажировку в другие регионы страны. Это позволит повысить уровень образования в Чувашии, уверены организаторы проекта. В рамках этого двухдневного семинара наши заведующие районных отделов образования должны в первую очередь получить и практические навыки, увидеть опыт образовательных учреждений как города Чебоксар, так и лучших практик республики. Ну и кроме того, получить необходимые теоретические знания. Потому что действительно происходит изменение как нормативной документации. Возвращаясь к обсуждению важности чувашского языка, глава региона поручил Минобразованию Чувашии выработать меры поощрения и стимулирования либо образовательных учреждений, либо учителей, которые будут, цитирую, «подходить новаторски к процессу преподавания чувашского родного языка, будут создавать новые интересные практики для масштабирования их в других образовательных учреждениях или регионах России». Конец цитаты. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.